столкновение, что это неизбежно, не сегодня, завтра, не завтра, послезавтра, что они пойдут на нас войной, это после ахурейских событий. На Ахуре, когда вот они диверсионную группу запустили, первое столкновение произошло, и погиб парнишка молодой Агрба Гудаутский. Вот после этого мы уже серьезно стали относиться. Мы здесь у соседей противотанковые мины взяли, тоже туда передали нашим внутренним, еще что-то. Там, в общем, все, что могли, все собирали. 14 августа мы стали уже людей собирать у здания лесхоза. Здесь Владислав тоже уже обращение сделал, мобилизацию Абхазии, не Абхазии, все на защиту своей родины. Народ собрался, а народ весь, у многих оружие отняли тогда через МВД. Это оружие хранилось здесь, и люди пришли к МВД: отдайте наше оружие. Это охотничье оружие и так далее. Мы хотим защищать свои дома. А что отдадут, когда все вывезли в Сухум? И здесь ни одного ствола нет. Здесь кое-кто из наших политиков говорили, что это вам не нужно. Когда им начали за это оружие говорить: вы же нам обещали, наши молитвы, что если, не дай Бог, это произойдет, мы вам сколько хотите оружия, мол, доставим и предоставим и так далее. И Чагыл-то, где наше оружие? Дай наше оружие. А он где возьмет, когда их отсюда уже забрали? И кто-то хамить начал, кто-то еще что-то. На это и обижаться нельзя было, потому что народ в напряжении был. Если вы такие крепкие, говорю, вот там воинская часть, идите и отнимите. А с воинской частью у нас уже разговор был. Там очень порядочный командир части был, который и душой, и сердцем был вместе с нами. Здесь вот ракетчики сидели. Стихийно люди туда рынулись. К счастью, это без жертв обошлось. Там забрали не то 920, не то 940 автоматов. А это уже подспорье. Теперь 15 число мы опять там же находимся. Связь у нас с Кварчалом, с этими идет, есть. Там, я сейчас помню, группа Катран была, там еще группы были, то, другое. Мы еще визуально знакомы не были. Только по голосам мы знали. И мы говорим здесь, что мы делаем. А это открытый эфир был тогда. Все слушали. И они слушали, и мы. Что они акартку ирхозги, угиаон, и все это. И это 15 числа мы уже еще пока находились в лесхозе. Там рядом находилась погранчасть. Погранчасти тоже мы все оружие забрали. Они нас попросили, вот нас, говорит, здесь немного, говорит. Оставьте нам столько стволов, чтобы мы могли защищать свои семьи. Естественно, мы им оставили это. Их там немного было, мы это оставили, остальное все забрали. 15-го высадился десант в Гаграх. И 15-го первая группа во главе с Султаном Сосналиевым на автобусе приехали сюда, их не автобус обстреляли там по пути и так далее. Добровольцы, когда пошли, я там, еще директор пока лесхоза распорядился, чтобы одну комнату освободили и дали конфедератам для того, чтобы они там могли свою документацию вести и так далее, и так далее. Хотя здесь зданий было много. Но все равно все подстраховывались, а вдруг завтра, послезавтра кончится. И так это уже без уголовных дел это не обойдется. Там уже дурачки есть, которые за все это ответят. Там Дима Арзенба, Павел Арзенба, Валера Айба, Сергей Шамба, Валера Изугович Хакба. А 14 числа все вот эти ребята, все уже туда собрались, и мы все вместе перешли в Алашара. Вечером Сергей Басятович Саргуш звонит и говорит: ребята, здесь, говорит, приехал профессиональный военный, он вам нужен? Мы, конечно, нужен. Сразу поехали, привезли его сюда.
И встретили его Павел Ардзенба, я и Саша Балацкий. Саша Балацкий встретил. И с Султаном мы еще познакомились, когда Султан приехал сюда первый раз, вот после столкновения на Ахуре, он сюда приезжал, в Абхазию. Он посмотрел все это, и туда, когда вот здесь знакомые лица тоже есть, говорит, и поздоровались, все. Ну, говорит, доложите обстановку. Мы с Пашей друг на друга посмотрели, что докладывать, какую обстановку докладывать. Толком не знаем, где что находится. Какую-то часть людей с этим автоматическим оружием отправили на Гумисту, чтобы грузины сюда не пошли. Какую-то часть туда, в сторону Гагры. Тем более уже десант высадился. На Бзибе их остановили, Султану доложили всю эту обстановку. Саша тоже профессионал, военный. И уже пошли четкие команды. Что делать, как делать, кто где находится, что, чего, какое количество. Ехал еще к нам, здесь я в Гудаутах был военкомом, Савко, а он уже на пенсии был. Его на пенсию отправили, и военком назначили здесь Чеди, абхазца. Вот. И Савко говорит сразу, там есть архивы в военкомате, там есть то, там другое, говорит. И сразу перечислил, какие отделы, что, чего, и все, Султан дал четкую команду. Туда отправили людей, чтобы разобрались с архивом, там танкисты, стрелки, ракетчики, там, и по родам войск, кто где служил, чтобы все эти списки подняли, начиная от поваров, кончая водителей, всех. И все эти списки привезли и начали создавать уже взвода, роты, батальоны. Но оружия все равно мало. Десант высадился, у них там и бронетехника была, и все, это грузинский десант. Здесь ребят поделили. Я вот как сейчас помню, молодые мальчики лыхнинские, Алхас, Аляс и еще один парнишка. Тот совсем пацанчик был. Эти молодые, а тот вообще пацанчик был. Вот они из этой партии, они какое-то 2-3 единицы им оружие попало в руки. И они пошли вместе с другими ребятами, конечно, на Гагрский оборонительный рубеж пошли. И вот эти пацанчики начали делать первые вылазки, первые диверсионные работы. И вот этот Алхас Шакрул практически свой взвод вооружил просто-напросто вот этими вылазками и так далее. Это просто-напросто легко говорить. А тогда перебороть этот страх, перебороть это все, погасить в себе и решиться на все это. Откуда они это брали, да. Вот, это уже на месте все это. Да, и уже Султан распределил, кто чем должен заниматься. Каждому, значит, было... Валера Хагба занялся сразу организацией, тогда всех кулибиных начали собирать. Кулибины я имею в виду, кто головой мог соображать, самодельные, чтобы минометы делать, там еще что-то, там снаряды для минометов и так далее. Собрали инженерные войска, оборонительные, чтобы это все делать. Зауравец было поручено создавать, так как он был связан со строительством, было поручено создавать оборонительные сооружения. То, что он сделал все возможное и невозможное, в кратчайшие сроки он создал инженерный батальон. Вот, и начали они заниматься этими оборонительными сооружениями. Павлику Ардзенбу было поручено заняться вооружением и бронетехникой. Тоже у него получалось все на высшем уровне. Это
Дальше Сергею Шамба было поручено заниматься людьми чисто как типа политрука. Задействовали в первую очередь, сразу это в первую очередь госпиталь. Тогда в госпитале главврач находился в отпуске, исполнял обязанности главврача. Цишбой сразу в больнице стали подготавливать койки, кого можно было выписывать, выписывали. Уже первые раненые начали поступать и так далее. Был задействован сразу авторемонтный завод, в военизированное положение его поставили. Это на тот случай двигатели там опортились, покрышки рвались. А кто нам что даст, если здесь на месте все не будет? Тогда здесь Гудаутский авторемонтный завод, там и покрышки наваривали, и двигатели ремонтировали. Дальше АТП было задействовано полностью, там круглосуточно люди находились под авторемонтный завод, тогда возглавлял Леонид Агрба. Это, ну, огромной работоспособности человек, который организовал все там на высшем уровне, работу поставил. Также там начальником АТП был Милор Назибевич Ажиба, а замом Михаил Павлович Лакоба. Вот они, вот Михаил Лакоба, Рома Арсалия, Павлик Рабая, Динарик Бгел. Вот они четко там тоже все поставили, сразу и поставки, там автобусы нам нужны были, допустим, куда-то люди, сразу без задержки, моментально все выполнялось. Дальше сельхозтехника. Сразу, когда вот эти начали Аурус тоже кое-что еще забирать, технику, которую можно было восстановить, там ну, некоторых тракторов и некоторые этой военной техники, подшипники, то, другое, они взаимозаменяемые были. Сразу там ремонтные мастерские быстро организовали. Валера Хагба там организовал литейный цех. Отливали там эти, как его, головки для мин. Попал нам танк трофейный. 21 или какого числа вот прорыв они пытались сделать на Гудаут и идти, и их остановили. Вот там подбили один танк. Но он остался в таком месте, где подойти к нему невозможно. Но мы только смотрели на него и облизывались, думали, гадали, как его оттуда забрать. Вот. И здесь был и есть он, дай бог ему здоровья, Висицкий, русский парень гудаутский. И Валентина, вот Валентина, я забыл фамилию, он кавалер ордена Леона, дизелист был. Вот они нам говорят, найдите нам один МТЛБ с лебедкой, мы его вытащим. И они этот танк вытащили. Вытащили этот танк ночью, днем невозможно было, ночью этот танк вытащили, быстро отремонтировали, на второй день он в строй стал. Ну, снаряды кое-как подкалиберные называются, это болванка. И вот этот танк отдали Вианору Ашба. Да. Вианор на связь выходит сюда, Павел Арзен поднимает трубку. Ну, вот что значит вот, психологический настрой, вот, война и мир. И Вианор говорит, что мне делать? Вижу грузинский танк, говорит, что мне делать? А Паша его спрашивает, а ты, говорит, на чем сидишь? Я тоже, говорит, на танке. А ты его достать можешь? Могу, говорит. А попасть можешь? Могу, говорит. Тогда чего спрашиваешь? Бей, говорит. Бей, уничтожай, говорит. Стрелять не мог. Нет, он-то Начало да, ну вот ну человек там живой, и этот, и вот так, вот такие вот моменты были. И Как они становились воинами. да, и воинами, и какими воинами становились. Всему приходилось, к чему все это сказано, всему, да, приходилось учиться на ходу. Игорек, Таня, Бесик Ардзенба, Тарба мальчик, что с ними был.
И теперь вот эти два оборонительных рубежа создали, все уже по списку со стороны Сухума афганцев один оборонительный рубеж, потом второй оборонительный рубеж, и вместе с ними, естественно, дополняли под зову духа, которые вот шли, ребята дополняли, создавали оборонительные рубежи. Сергей Платонович Бар, ему было поручен Гумистинский рубеж. Мы больше всего боялись, что они еще раз пойдут в наступление. У нас пока нет ничего, чем один раз остановили, но второй раз тоже как сложилось бы, никто не знает. Здесь у Владислава Григорьевича тяжбы пошли. Это все в первые дни войны, и пошли большие тяжбы пошли. Здесь какая-то определенная часть, которые категорически были против сопротивления, которые стояли на том, чтобы практически мирно все сдать и так далее. Мол, сопротивление бесполезно, их 5 миллионов на 100 тысяч, они нас переедут, проедут, и, мол, ты уничтожишь. Это делалось от страха. Может от страха, может сознательно, я ничего не могу сказать. А может быть, действительно, чисто от души делать, чтобы сохранить народ, чтобы не исчезла абхазская нация как народ. Я ничего не могу и судить не берусь это, и обвинять в чем-либо их не могу. Но вместе с тем, я считаю, это было малодушие. Когда лидер встал, объявил всеобщую мобилизацию, а ты обратно еще обвиняешь, там, мол, народ уничтожишь и так далее, и так далее. А кое-кто, я думаю, даже в тот период надеялись, что с ними они общий язык найдут, возьмут руководящие поста, от Владислава избавятся, и все, мир пошел, а там не имеет значения с кем. Тут и Владислав Григорьевича поддерживало всего человек 5, 6, 7, может быть. А остальные, кто-то просто молчал, не вмешивался, а кто-то категорично стоял на том, чтобы никаких боев, как можно, кому сопротивляться, мол, и так далее. Но вот кто поддерживал, я знаю их. Поддерживали, значит, это Сократ Джинджоли, Нате Лакаба, Станислав Лакоба, Саид Таркил, дальше Леня Лакербая, Тополян Альберт, Воронов поддерживал Владислава. А остальные все их попандыркают, мол, против кого воевать, и так далее, и так далее. А человек же не железный. Вспомнили про Владислава там. Это третий день, по-моему, войны. Там быстро организовали, а весь народ уже там в Алашарах собирается. Быстро организовали этот громкоговоритель и то, другое. Павел Арзенба, Саша, кабардинец, светленький такой парень. Дальше Баразби. А в тот период он с Владиславом просто друзья были. И я. Мы приехали туда, там идет совещание, и попана Владислав Григорьевич Деркуб. Дверь открываю, и заходит Баразби и Паша. И Владислав говорит: Владислав Григорьевич, можно с вами переговорить? Он: да, конечно, говорит. И всех свободный, говорит. Я позову вас. Мы встали с Сашей кабардинцем возле двери, а Баразби и Паша, там мы возле двери встали специально, чтобы никто туда не рвался и не мешали разговору. И они ему объяснили, этот разговор минуту всего состоялся. Он: где, что, чего, сразу человек ожил. Поехали, говорит, туда. Владислав Григорьевич, и в машине сели, приезжаем туда, и он посмотрел на нас, на этот народ посмотрел, молодежь вся там. Он так, двумя словами, как настрой. Ну, виду тоже не показывает, что нервничает, переживает. Как настрой? Ну, мы говорим, бодрый. Все султаны, все и так далее.
И он выходит на публику, и берет микрофон, и, обращаясь к народу, говорит: я, говорит, поступлю, как вы скажете, говорит. Я, вопреки своего народа, говорит, себя не поведу, говорит, и не поступлю. Скажете воевать, будем воевать. Скажете нет, то как вы скажете. И тут народ на коленях жить мы не намерены. Мы будем воевать до последней капли крови. Это вы слышали? Мы стоим вместе все. Вместе все стоим. На балконе. А микрофоны наверху, и Владислав обращается, а народ внизу, и Владислав обращается к народу. И Владислав аяйра, аяйра, аяйра несколько раз вот так повторил, все, говорит, будем воевать. Говорит. Если кого-то я упустил, вот пусть ребята меня простят, я имею в виду в восточную сторону. В первые же дни войны на защиту, ну, в смысле, на организационные всех вот этих вопросов стали, значит, Валера Хагба, Павел Ардзенба, Дима Ардзенба, Валера Гумба, Султан Сосналиев, ну, я, Сергей Шамба, Игорь Танья, Бесик Ардзенба и Эдик Жиба, Ажиба. 14 числа война началась, 15 числа он здесь уже был. Бросил все, прилетел сюда. Также Гена Чанба тоже все бросил, 15 числа уже был здесь. А Гена в тот период тоже хорошую должность имел, все, возглавлял спецназ там в России. Дальше сразу все бросил, приехал сюда Валера Тарба. Он профессиональный военный был тоже, служил в Одесском военном округе. Все бросил, приехал сюда. Ну, пусть простят меня, кого не вспомнил, но много таких, которые приехали. К сожалению, была и обратная сторона. Молодые ребята, здоровые, которые могли защищать свою родину, отсюда бежали как зайцы. С воинской части звонят, борта приходили, на этих бортах уезжали дети, матеря с детьми, женщины. И вот эти жлобы здоровые лезли беспардонно в эти самолеты, выбрасывали женщин и детей, лишь бы самому ноги унести. К сожалению, они после войны первое время боялись, как-то приезжали инкогнито, не показывались нигде. Потом потихоньку акклиматизировались, и еще сегодня нам еще пытаются условия диктовать. Я, например, всегда против этих людей. Я не хочу быть им судьей, винить их, но и они должны знать свое место. Пока ветераны живы, они не вправе вклиниваться и там что-то свое диктовать. Я, например, против этого. Как людей, вопросов нету к ним. Ну, трус, хорошо. У них там копеечки какие-то были, люди беспомощные, в Москву выезжали, лечиться надо, они там уделяли внимание какое-то, нас хайцуп хашоги, друг друга покрывать начали, и вот пошло и поехало. Валерий Хакибович, легенда, что в начале войны к Владиславу подняли мешки денег, это правда? Нет, сказки. Сказки. Значит, я объясню, как это. Во-первых, деньги собирали люди. И несли, где после 89 года, если собирали те, кто что-то зарабатывал, а здесь уже весь народ понес деньги. И они начали нести сюда, в штаб Валашара. Вот тогда Павел первым сообразил: Валера, это могут быть у нас большие неприятности. Надо нам окно в банке открыть, и пусть в банк несут, а не сюда. И мы тогда нашли Милю Симонье. Она бухгалтер сама по профессии.
Мы ее нашли, посадили в банки, и деньги начали нести в банк. Теперь на Северном Кавказе в день начала войны Алик был в Москве, Айба. И Владислав его телефон все разузнал. Алик говорит, сюда не езжай, езжай в Грозный, говорит. Возьми с собой ребят, езжай в Грозный, соберите какую диаспора московская, какие-то деньги, если может собрать, пусть соберут. Старайтесь приобретать оружие. Алик, Айба, потом еще там ребята, они в Москве собрали диаспору, какие-то деньги собрали там. Кто-то с удовольствием нес, кто-то для того, чтобы просто отмазаться, нес. Вот, и Алик Айба, Лева Айба, и отсюда Гена Аламия вылетели туда, в Грозный. Вот там они занялись сбором, приобретением оружия. Первые партии они нам на вертолете начали отправлять. Для нас очень важно, в тот период дорога была на Ватхару. Гагра у них, Сухум у них. И Ватхарскую дорогу нам нужно было сохранить. Почему? Потому что добровольцы шли через перевал, выходили на Ватхару. Вертолет, что отправляли оттуда Алик, Гена, они что, Лева, что вот отправляли, они отправляли тоже за горы, сюда перелетел, быстро разгрузился и сразу обратно улетал. И деньги, что здесь собирали, действительно были в мешках. Почему? Потому что купюра была мелкая. Вот эти деньги вместе с охраной мы отправляли на этот перевал. Когда, значит, деньги сопровождали и охраняли, значит, Джугели Славик, Колобок Ахвледяник, вот клички помню, имена не помню. Мой младший брат Василий. С ним еще пацаны тоже, вот, еще другие ребята с ним. Вот эти деньги действительно были в мешках. И вот эти мешки везли на этот перевал, сидели, охраняли, потому что не знали, в какой день, когда, что они отправят, прилетит вертолет, чтобы разгрузить его, забрать оружие и туда же деньги положить обратно, чтобы еще могли закупать. А туда, куда это, там это практически второй фронт был в Грозном. Все вот эти подробности, что с ними происходили, только они могут рассказать. Это словами не передашь, какие передряги они там попадали. Нужно освобождать Гагры. Стрелковое оружие уже прикинули, может хватить на освобождение Гагры. Начали собирать боеприпасы. Здесь Валера уже наладил эти маленькие минометы. Минометики у нас появились. Да, 55 или 52 миллиметровые, сейчас диаметр затрудняюсь сказать. Минометные установки 82 миллиметровых, тоже с Северного Кавказа нам пару установок уже прислали. 300 снарядов Алазань. Или 200 снарядов Алазань привезли, вот этот град, который разгоняют с пусковыми установками и так далее. Но от них как бы вреда мало, но шумовой эффект большой. Страх нагоняют они. Там еще вот я упустил еще момент. Султан уже, когда начал здесь все руководить, то другое, тоже в первые дни все это происходит. Виктор Какали оттуда горами сюда пришел. А Виктор Какали был командиром вот этого полка внутренних войск. Вот. У него личного мужества хоть отнимай. Естественно, он, значит, наш командир. Раз уже за основу брали этот, то, естественно, он здесь наш командир, потом Султан. Но он, когда пришел к нам, Павел был Ардзенбаум, Султан был, я был и Сергей Шамба был. И Виктор приходит, ну, он, значит, так бодро, все, с улыбкой. И как добрался, то другое, Султан его спрашивает, они там познакомились, а все, Султан рассказал ему, доложил, что делают, чем занимаются, чем занимаемся и так далее, что сумели создать, что создается еще и так далее. Он, значит, ну выиграть, говорит, у них невозможно, выиграть войну,
Но и сдаться тоже смысла нет. Такое Он какое-то. говорит, да? Да. что предлагал? Ну, хотя бы, говорит, войнушки поиграем, чтобы они не подумали, что нам легко все досталось, что им легко все досталось. И султан так посмотрел, ты, говорит, как разговариваешь, говорит. Что значит войнушки проиграем? Что значит выиграть невозможно? Вот. И все, естественно, Владислав, когда пришел, мы Владиславу доложили, что вот такая обстановка. Он морально-то он не испуганный, но у него нет настроя победителя. Он не видел, он Да. имел в виду. И тут же, в этот же день он был освобожден от занимаемой должности. Муж Нехварский приходит и говорит, ребята, говорит, там афганец, парень, говорит, звание майора, вот так, говорит. Ну, все-таки псок дал глаза ратахан. Арш Бавова. Бову пригласили к Владиславу. В этот же день назначили его командующим повстанческого движения, командиром повстанческого движения территории Абхазии. С Востоком уже связь есть, все. Теперь, но на Востоке все-таки пока типа партизанского движения. Единого командования нет. И Мушни, и Адгура-Харази откомандировали туда, для того, чтобы пошло это единым командованием. Мираб как общий, и все уже, действия уже были согласованы. А во время войны главное это организованное сопротивление, не стихийное, не партизанское, а именно организованное партизанское движение. Да, можно кусать, вред какой-то наносить, диверсионные работы проводить, но все эти действия должны были уже согласованы. Они нас называли «Большая земля», да. Ну и мы, эта связь вся была налажена, поставлена, все. И теперь мы боялись же, что оттуда Сухума сюда могут еще сюда пойти. В каком смысле боялись? Чтобы ни пяти земли им не отдать. То, что они имеют, и все, дальше сюда не... И мы усиленно готовились к освобождению Гагры. Начали усиленно готовиться, все. Сергей Платонович возглавлял тот рубеж, а сюда мы возложили этот рубеж на Чеди, который военкомом был. Теперь, когда мы уже практически, Султан Асламбекович все это посчитал, прикинул, посмотрел, что мы имеем, что не имеем, и посчитали, пришли к выводу, естественно, он нас всех собрал, вот так, Владислав Григорьевич, что у нас есть, что нет. Я, говорит, считаю, что то, что у нас есть, должно нам хватить для освобождения Гагры. И пришли к общему знаменателю, что начинаем готовить операцию по освобождению Гагры. Значит, операцию эту разрабатывали, уже Вова назначен как бы командиром. Операцию эту гагрскую разрабатывали Вова Аршба, Султан Сосналиев. И, пожалуй, все.